إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني. Существует столько путей к Богу, сколько душ на земле. Баба Азиз! Баба Азиз! Баба Азиз! Что за ураган? Я потеряла свою сумку, я пойду поищу ее. Не утруждай себя, Иштар. Даже дюны переместились. В любом случае, у меня есть все, что мне надо. Пойдем. Я больше не хочу туда идти. Идем. Я хочу назад. Мы пойдем назад. Пойдем. Баба Азиз, разве ты не пойдешь на собрание в конце концов? Пойду, мой маленький ангел, пойду. Ты пойдешь совсем один? Я найду свой путь. Но ты заблудишься. Тот, кто имеет веру, никогда не заблудится, мой маленький ангел. Тот, в чьей душе покоит, никогда не потеряет свой путь. Но где проходит собрание? Я не знаю, мой ангел. А другие знают? Нет, они тоже не знают. Как же ты придешь на собрание, не зная, где оно? Достаточно идти, просто идти. Те, кто приглашен, найдут дорогу. Я не хочу идти туда.
Я отведу тебя к дороге. Тогда ты сможешь сесть на автобус домой. Ты боишься урагана? Нет. نترسیدم به خاطر بودون میخوام برگردم. Значит, ты хочешь оставить своего дедушку, черепаху? Что за внучка у меня здесь? Ты голодна? Когда мы сделаем привал, ты получишь 2 финика. Я хочу сейчас. Вот один и вот другой. Пойдем. Кто-то лежит там? Тем лучше. Я попрошу его сопровождать тебя. Извините, господин. Ты думаешь, что можешь убежать от меня, скрывшись в пустыне? Ты так не уйдешь. Что ты сделал с моим братом? Простите, простите. Я ищу Дервиша с красными волосами. Этот не сможет отвезти тебя домой. Стойте! Стойте! Если я увижу тебя вновь, я ударю тебя. Иштар, вернись! Скоро стемнеет. Нам надо набрать дров для костра. Ломайся же, ломайся. Это все, что я смогла найти, Баба Азиз. Это моя внучка Иштар. Понимает ли она тебя, Баба Азиз? Она знает меня уже давно. Баба Азиз, мне холодно. Дай мне дрова и разожгу огонь. Вот, Баба Азиз. Когда ты говоришь, мне не так холодно. Не расскажешь ли ты мне историю? Историю Газель, Баба Азиз? Давным-давно, очень давно, много лун до нашего времени, пустыни, похожи на эту,
готова, чтобы вы попробовали, мой принц. Еще горько. هنوز تلخ. О, Господи! Должно быть, с нашим принцем случилось что-то ужасное. Баба Азиз, хлеб готов, он подгорит. Подожди, он слишком горячий. Так что же случилось с принцем? Кто-нибудь видел принца? Нет. А ты? Нет. Ты видел принца? Нет. Кто-нибудь из вас видел принца? Нет. Я уверен, что он пропал. Принц пропал. Принц пропал.
سر در بیابونم شب و روز آخ ما که سر در بیابونم شب و روز سرشک از دیده بورانم شب و روز Иштар, ты слушаешь? Я слушаю, Баба Азиз. Однажды в городе появился всадник. Мы нашли принца, но он уже не тот, что был. Что случилось? Я не знаю. По крайней мере, он не ранен? По всей видимости, нет. Перестань говорить загадками. Пойди и посмотри сам. Ты, возможно, думаешь, что он созерцает свой образ на дне воды. Возможно, это не его образ. Только те, кто не любит, видят собственное отражение. Так что же он видит? Он созерцает свою душу. Не будите его. Оно может исчезнуть. Возвращайтесь, все вы. Не беспокойте его. Я должен остаться здесь один, чтобы присматривать за ним. Иштар. Иштар. Стойте, подождите меня, подождите меня. Баба Азиз, я подумала, что ты ушел без меня. Я тоже. Я думала, что ты ушла без меня, мой маленький ангел. Разве ты не слышал автобус? Он разбудил меня. Я молился. Иштар, мне кажется, мы не одни.
Вы идете на собрание? Да, мы идем. بله. Я думал, ты не идешь со мной. چرا؟ Теперь я пойду, потому что я хочу узнать продолжение истории о принце. На это уйдет много времени, но путь долг, мой маленький ангел. Где же будет проходить собрание? من أعرف. Я не знаю, даже حتى дедушка بابا не عزيز ما знает. يعرف. أصلاً Кроме ما того, حد нет يدري. необходимости знать. Ну как же ты придешь туда? Достаточно просто идти, просто идти. Но что будет, если мы заблудимся? Тот, кто имеет веру, никогда не заблудится. Каждый использует свой самый драгоценный дар, чтобы найти путь. Для тебя это твой голос. Пой, сын мой, и путь будет указан тебе. ای روز برا که زره رقص کنند آن کسی که هر روز جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که خود را رقص کنند هر زهره که در هوا و در هامون است Что такое дервиш? Они такие же старые, как ты? Нет, есть дервиши разных возрастов. Мужчины, женщины, даже дети. Они собираются каждые 30 лет. И собрание длится много дней и ночей. Поэтому сохраняй свое дыхание для ходьбы. Тебе оно понадобится, мой маленький ангел. Баба Азиз, он все еще идет за нами. Я знаю, маленький ангел, я знаю. Баба Азиз, торопись, это они, мы пришли. Это дервиши, но мы еще не пришли. Баба Азиз, я проглотила песок. Ты носишь знак ангела. Что такое знак ангела, Баба Азиз? فرشته دیگه چیه؟ Малыши в утробе матери знают все тайны. Но прежде чем они рождаются, приходит ангел и кладет свой палец на их уста. Тогда они забывают все. И в качестве воспоминания о потерянном знании некоторые из них, подобно тебе, имеют отметку на своем подбородке. Это знак ангела. Но тогда значит, что мы однажды вспомним چیزی که все, یادمون что رفته знали. دوباره یادمون بیاد. Кто знает, возможно.
को जगाते हैं जल्दी से चलो ऐ सरवरदी अल्लाह तुम्हें बुलवाते हैं फिरदौस का जामा नूरानी उस नूर को जब पहनाते हैं और अपनी जुबान पर लाते हैं अरे नूह को जब मौजे तूफान में एक नारा मिल गया क्या Здесь так много дервишей. Мы прибыли, наконец? Нет, маленький ангел, пока нет. Я принесу что-нибудь поесть. آش نرزی آش نرزی آش نرزی آش Больше. Больше. Для стариков в 2 раза больше. Если ты останешься голодна, придешь еще. Вот Баба Азиз. Иштар, почему ты ешь так быстро? Когда ты сможешь рассказать мне конец истории? Принц оставался неподвижным. Он просто смотрел в воду. Все ушли, даже квартирмейстер. Только старый дервиш продолжал следить за ним. В течение многих дней и ночей. মনের মাঝে বধূ সুধা Помогите, помогите! Человек прыгнул в колодец. Я пойду и посмотрю. Подожди, Иштар. Да благословит вас Бог. Расступись, расступись. Он жив. Отойдите в сторону. Как тебя зовут, сын мой? Зачем ты прыгнул в колодец? Я ищу мой дворец. Он находится на дне колодца. Я хочу в свой дворец. Горемыка, он безумен.
Давай, ты хочешь умереть? Расскажи мне свою историю, сын мой. Это облегчит твое сердце. Первый раз, когда я упал в колодец, я оказался во дворце. Но где мой дворец теперь? На этот раз я уйду. Я оставляю тебя, твоей пустыне и твоей пыли. Отец, я покидаю тебя. После смерти моего отца я стал разносчиком песка, как мой отец. Моим лучшим заказчиком был писарь. В его доме я познакомился с его учеником Хусейном, моим единственным другом. Я хотел уехать из этой страны. Я хотел, чтобы он отправился со мной. Но он не хотел уезжать, что-то удерживало его. سيدي جبت لك الحرير. Этот песок мягок, как шелк. Я принес его издалека, но это последний раз. Я собираюсь уехать. Почему, Осман? Это дело твоих предков? Точно. Я не хочу передать это еще кому-то. Возьми это письмо. Ты знаешь, для кого оно. Не забудь. Я надеюсь на тебя. Замечательно. Ты поможешь мне? Так значит, уезжаешь, да? Пойдем со мной. Это невозможно. У меня недостаточно денег даже с моим мотоциклом. Продай его, потом приходи, присоединяйся ко мне в мечети. Подметай своей душой перед дверью возлюбленной. Только тогда ты станешь ее возлюбленным. Подметай своей душой перед дверью возлюбленной. Только тогда ты станешь ее возлюбленным. Благословенно время, когда мы соединяемся. Ты и я. Две разные формы, но одна единая душа. Ты и я.
подметая своей душой в преддверии возлюбленной. Только тогда ты станешь ее возлюбленным. Бабочки, бабочки, бабочки. Куда мы идем? Ты сказал, что тебе не хватает денег. Ты решился? Да. Ты действительно уверен? Да. Ты уверен, что там будет лучше? Да, я отправляюсь туда, где нет песка. Купите ли вы эти часы? Нет, не буду. Ты спишь? Возьми это. Твой контрабандист определенно даст тебе больше. Он не купил? Нет. Ты все еще хочешь отправиться в путь. Ты осознаешь, как я рискую, перевозя тебя через границу. Я рискую своей жизнью. Это все, что у меня есть. Это твои проблемы. Я собираюсь уехать этой ночью. Можешь подождать следующего рейса? Окей, увидимся вечером. Лицемер, я ищу тебя в мечети, а нахожу в таверне. Ты говоришь со мной? Ноги моей никогда не было в мечети. Я больше ничего не понимаю. Что? Я оставил тебя в таверне, а встретил в мечети? Меня в таверне? Ты пьян? Клянусь, я видел тебя. Понятно, ты, должно быть, спутал меня с моим братом, Хасан. Мы близнецы, но настолько разные, как две стороны зеркала. Продолжай свою историю. Я должен был немедленно выехать, я знал это. Так ты уехал или нет? Сначала было письмо от писаря. Добрый день, у меня письмо от писаря. Заходи. Пей, ты, должно быть, хочешь пить. Сядь здесь. Прочитай его мне. Я обнимаю ее и все же желаю ее. Как можно быть ближе, чем объятия?
Я целую ее губы, чтобы успокоить желание. Но жажда, мучающая меня, только увеличивается. Мой муж. Несчастный. Дьявол подшутил над ним. Нет, это Бог позволил ему ощутить. Рай в глазах видящего. Когда я упал в колодец, я очутился во дворце, полном красивых девушек. Все они любили меня, но я любил только Захру. Я захотел бежать с ней. Пойдем со мной. Смотри, там вдалеке огонь. Посмотри, они там. Должно быть, это лагерь. Иди, проверь. Затем возвращайся и забери меня. Я вышел из дворца, я бежал и бежал, но в пустыне не было ничего, кроме горящей пальмы. Я обернулся, но дворца больше не было. Не было и Захры. Прежде чем оказаться здесь, я бродил везде в поисках дворца. Сын мой, не напивайся каплей воды. Ты должен броситься в его поток. Продолжай свой путь с нами. Он сумасшедший, он просто сошел с ума. Кто сошел с ума? Безумец не всегда тот, кого мы считаем сумасшедшим. А что, если он действительно видел дворец? Это чудо, братья, чудо! Так значит, это правда? Ты видел мой дворец? Пойдем с нами на собрание. Возможно, там ты найдешь свой дворец. Баба Азиз, это не та дорога. Ты знаешь дорогу, мой маленький ангел? Но все идут другой дорогой. Каждый идет своим собственным путем, Иштар. Баба Азиз, мы заблудились. Я знаю, мой маленький ангел. Нет, уже не так далеко. Правда, что сюда приходят отовсюду? Да, из разных мест. С более дальних, чем мы? Намного более дальних. Они идут через горы, другие через моря. А мы идем через пустыню. Да, а мы идем через пустыню. Сохраняй свое дыхание для пути. Тебе оно понадобится, мой маленький ангел.
Подметай своей душой перед дверью твоей возлюбленной. Только тогда ты станешь ее возлюбленным. بابا عزیز
İşte. İşte. Ты потерялся, дедушка? Нет, я потерял свою внучку. Ее имя Иштар. Пожалуйста, пройдите по ее следам. Возможно, она заснула. Не беспокойся, я найду ее. Тебе повезло, что ты повстречал меня. Бог послал меня, чтобы спасти тебя. Мои ноги сбились. Я больше не могу идти. Но что ты тут делаешь? Я хочу отомстить Дервишу. Дервишу с красными волосами. Что он сделал тебе? Он убил моего брата. Ты думаешь, что сможешь найти его среди пустыни? Я уверен, он на собрании среди всех этих безумцев. Я бы много заплатил за его скальп. Отдай же мне мою одежду, наконец. Вот подожди, я тебя поймаю, вор. Отдай хотя бы мои сандалии, негодяй. Души танцуют, переполненные экстазом.
Я шепну тебе на ухо, куда ведет их танец. Не беспокойся, дедушка. Она здесь, у меня на спине. У нее жар, надо вернуться в ячейку быстрее. Она вся горит. Ступай, согрей немного воды. У нее жар. Позволь мне сделать это. Не переставай говорить с ней. Она ребенок, что я могу рассказать ей? Иштар ребенок, но душа ее стара. Рассказывай ей о твоем последнем путешествии. Она любит это. Я отправился в долгий путь, чтобы принять участие в международном соревновании. Однажды кандидаты взяли меня в поэтический кружок, потому что я только что выиграл. Я только что выиграл главный приз за чтение псалмов. Газель, чей лик образует полную луну. Время предупредило нас никогда не приближаться к ней. О, как много писем я отправил ей. Перед их содержанием она не могла устоять. А то, что мы хранили в тайне, было намного величественнее написанного. Великое море, воспоминания, желания, сияющий, пылающий огонь. Новый день, встающий в контрасте. Прошлая любовь, пребывающая в море. О, моя страна, чудо Востока, где моей пищей было чистое наслаждение, а моим напитком молоко чести и гордости. О, страна, защита от недругов и врагов. Но кто утешит меня в моем невыносимом изгнании? И когда я последую за желанием моей души? О день, взойди, атомы танцуют, благодаря ему вся вселенная танцует.
Души танцуют, переполненные экстазом. Я прошепчу тебе на ухо, куда ведет их танец. Все атомы в воздухе и пустыне хорошо знают, они кажутся безумцами. Каждый малейший атом, счастливый или несчастный, становится возлюбленным солнца, о чем ничто не может быть сказано. Все ушли. Остались только она и я, лицом к лицу. Эти стихи были написаны моим отцом. О, день взойди, атомы танцуют. آن کس که از او چرخ و هوا رقص کند Души танцуют, переполненные экстазом. Я шепну тебе на ухо, куда ведет их танец. Мой отец где-то в этом огромном мире, подобно всем остальным суфиям. Я ждала его долгое время. Твой голос стал посланием от него. Это был зов, более того, приглашение. Я просто обязана найти своего отца. Я возьму твой паспорт и твою одежду и отправлюсь на его поиски. Прощай, Нур. И она улетела. Где же она сейчас? Ты меня слышишь? Ты влюблен? Тебе лучше, Иштар? Я в порядке опять, дедушка.
Баба Азиз, я слышала من кошку. صدای گربه شنیدم. И я тоже. منم. Спусти меня. Должно быть, он потерялся. Нет, он не потерялся. هذا Это كتنور котенок Нур. انا جبته معايا. Я взял его с собой. Я хочу посмотреть на него. Он грустный. فين نور؟ Что стало с Нур? مؤكد Я إنه уверена, она شتراجي отправилась كذا. на поиски своего отца. Зачем она стригла свои волосы? منين جاك هذا؟ Притворилась спящей, Иштар. ولا فكرتك راكده. شوي شوي. Да, ما она خلتش взяла شيء. мои очки. مشات Мой بعويناتي паспорт и мою одежду. وباسبوري ولباسي. Почему? في Там البلاد далеко женщины не ممنوع могут للمرأة путешествовать تسافر وحدها. одни. اون خودش به Она شکل прошла, تو как در будто это آورده. ты. حالا Где она کجاست؟ сейчас? ما لم Действительно, دستور хотелось عندنا. бы знать. Хотел бы ты увидеть ее вновь? Баба Азиз, позволь ему пойти на собрание с нами. Он уже с нами, маленький ангел. Но он не дервиш, Баба Азиз. Кто знает, каждый в этом огромном мире должен выполнить свою задачу. Остальное не так важно. До тех пор, пока ты это помнишь. Но если ты помнишь все, кроме этого, это равносильно тому, как если бы ты не знал ничего. Брат мой, что ты сделал с моим братом? Я лишь исполнил его волю. Люди в этом мире подобны 3 бабочкам перед пламенем свечи. Первая подлетела ближе и сказала: «Я знаю, что такое любовь». Вторая коснулась пламени легонько своими крылышками и сказала: «Я знаю, что огонь любви может обжечь». Третья же бросилась в самое сердце огня, и он поглотил ее. Только она знает, что такое истинная любовь. Ты убил моего брата, которого я так сильно любил. Дай мне умереть. Скажи сам, что я любил его даже больше. Я исполнил его волю. Ты не сделаешь это для меня? Должен ли я найти кого-то еще? Ты не можешь просить меня о подобных вещах. Не могу. Время пришло. Счастливо.
счастливое то время, когда мы двое соединились. Ты и я, две разные формы, но единая душа. Ты и я, забыв тебя и меня, радующийся той же радостью. Успокойся и избавься от напрасных слов. Ты и я. سلام علیکم. Баба Азиз, Джины, не паникуй, они мои друзья. سلام علیکم. Будь осторожен, Баба Азиз, здесь много ям. Это не ямы, но они пустые, Баба Азиз. Они ждут своего часа. Как холодно. Подойди и согрейся, мой ангел. Когда мы придем? Я уже пришел. Нет, я не пойду без тебя, Баба Азиз. Ты не рассказал мне конец истории о принце. Он просидел так долгое время, не отводя глаз от воды. В конце концов, люди забыли о нем. Только Дервиш следил за ним. И иногда Газель приходила его навестить. Принц настолько погрузился в созерцание своей души, что покинул этот видимый мир, очутившись в невидимом. И принц стал Дервишем. Иштар, ты начинаешь видеть глазами своего сердца. Когда принц проснулся, он нашел одежды Дервиша в песке.
меня есть кое-что для тебя, Иштар. Где бы я ни был, я всегда буду присматривать за тобой, Иштар. Ты помнишь, что это? Это след ангела, Баба Азиз. Да, настало время найти то, что я потерял. Слушай, Иштар, собрание там, иди с Сандом. Не забудь напомнить ему, что он там для того, чтобы петь. Пойдем со мной. Мы пришли не для того, чтобы танцевать, Иштар. Пойдем, мы будем искать Нур. Делай, что сказал Баба Азиз, пой.
شيخ ابن الدرعية Нур! جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند Асан, я ждал тебя. Ты ждал меня, чтобы ты стал свидетелем моей смерти. Почему я? Я так боюсь смерти. Если бы ребенку в темноте утробы его матери сказали, там снаружи мир света, с высокими горами, огромными морями, холмистыми полями, прекрасными цветущими садами, небом полным звезд и сияющим солнцем. И ты, когда перед тобой все это чудо, остаешься заточенным в этой темноте. Нерожденный ребенок, ничего не зная об этих чудесах, никогда бы не поверил в них. Так же, как и мы, стоя перед лицом смерти. Именно поэтому мы боимся. Но в смерти не может быть свет, потому что она конец всему. Как может смерть быть концом тому, что не имеет начала? Асан, сын мой, не грусти в мою свадебную ночь. Твою свадебную ночь? Да, моей свадьбы с вечностью. Время пришло. Теперь оставь меня одного. Вернись потом, чтобы засыпать мое тело песком.
آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش Thank